Здравствуйте. Время подвести итоги недели на главном телеканале Республики. В студии Элина Насырова и вначале коротко о ключевых событиях. На новый срок. Клянусь защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Владимир Путин вступил в должность президента России. Праздник со слезами на глазах. Вся страна отметила 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Слава народу-победителю! Слава защитникам Отечества! С праздником! Днем Великой Победы! Секреты Таратау. Это просто самая большая рифовая система, которая когда-либо существовала на планете. Московский палеонтолог приехал в Башкортостан изучать уникальный шихан. Нам очень интересно, а какой же был мир до начала всех этих кризисных событий? И то, что мы можем найти внутри шиханов, и будет являться ответом на этот вопрос. Главное политическое событие недели. 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. На прошедших выборах главы государства при рекордной явке избирателей Путин набрал более 87% голосов россиян. Присягу на верность жителям страны он дал в Большом Кремлевском дворце. За инаугурацией следили порядка 2500 приглашенных гостей, в том числе и глава Башкортостана Ради Хабиров. Подробности церемонии в материале моего коллеги Азата Садреева. На свою пятую инаугурацию в Кремле Владимир Путин приехал на обновленном российском лимузине «Аурус» в сопровождении мотокортежа, после чего президент преодолел 66 ступеней большой парадной лестницы под звуки оркестра, прежде чем зашел в Георгиевский зал. Там его уже ждали приглашенные гости. Среди них члены российского правительства, главы регионов, депутаты Госдумы, герои специальной военной операции, звезды спорта и эстрады. Присягу на верность своему народу Владимир Путин принес, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. После церемонии инаугурации президент обратился к гражданам своей страны и прежде всего сердечно поблагодарил всех за доверие и поддержку в непростое время. В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. После церемонии Ради Хабиров отметил, что Владимир Путин очень тепло относится к нашей республике. По мнению руководителя региона, это связано с тем, что жители Башкортостана поколение за поколением очень добросовестно работали, всегда были оплотом России. Экономика республики тоже развивается должным образом, и это немаловажный фактор для развития страны в непростых условиях. Также Ради Хабиров рассказал о новых задачах, которые предстоит выполнить в ближайшие годы. Сейчас ждем дальнейших решений, потому что президент уже обозначил, в принципе, контуры развития нашей страны на ближайшие 6 лет. В послании они были указаны, причем с деньгами, с планом мероприятий. Уже вышло поручение президента. Некоторые, подавляющее большинство наших проектов начнут работать с 2025 года. Вот мы сейчас готовим проекты для ремонта садиков, колледжей, университетов, вновь школ. Вот, первичная звена медицинская, то есть опять поликлиника, эта программа будет продолжаться, поэтому там есть дороги, разумеется.
За инаугурацией президента России непосредственно в Кремле следили более 2500 человек, среди которых и доверенные лица Владимира Путина на выборах. Один из них – учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната Айнур Гумеров. Для педагога это стало ярким событием в жизни. Он уверен, все предвыборные обещания, данные Путиным, будут исполнены. Эмоции переполняют. Это было величественное событие. Можно сказать, что мне посчастливилось быть свидетелем эпохи, такой важной веки в истории нашей страны. На мартовских выборах президента России наблюдатели, в том числе и международные, не выявили нарушений избирательного законодательства. И то, что при рекордной явке более 87% россиян отдали свои голоса за Владимира Путина, говорит не только о доверии народа своему национальному лидеру. И вот такой результат выборов – это показатель очень крепкой управленческой команды. Вот если мы посмотрим, постоянно идет такой жесткий отсев руководителей в регионах, руководителей министерства. И те, кто остается в команде Путина, это действительно люди, которые способны достигать результата, которые консолидированы в своем понимании будущего страны, которые сегодня работают на интересы народа, и они связывают свое будущее с будущим страны. Ради Фарич, он давно уже в команде Владимира Путина. Он работал в администрации президента нашей страны, был руководителем управления внутренней политики администрации Владимира Ильича Путина. Поэтому он его хорошо знает и ему доверяет. С другой стороны, Ради Фарич, он является проводником как раз идей и идеологии политики президента нашей страны. Я думаю, это очень хорошо и для нашей республики, и для продвижения и развития в целом. После завершения церемонии инаугурации прозвучал государственный гимн, а над куполом президентской резиденции в Кремле поднялся штандарт главы государства. Эту должность Владимир Путин будет занимать следующие 6 лет до 2030 года. Азат Садреев. Итоги недели. Главный праздник страны. В республике прошли традиционные мероприятия, посвященные 79-летию со Дня Победы советских солдат над фашистской Германией. В Уфе в этот день открылся новый памятник нашему земляку Гази Загитову, герою, первому водрузившему 30 апреля 1945 года знамя Победы над зданием Рейхстага. В этом году было принято решение отказаться от салюта и шествия «Бессмертный полк», а вот праздничный парад по центральной улице столицы состоялся. Больше 1500 человек отдали честь ветеранам и труженикам тыла. Одна из расчетных коробок состоялась из участников спецоперации бойцов мотострелкового полка «Башкортостан». Хроники Дня Победы в материале Динары Таймасхановой. Несколько дней готовый памятник прятали под белым полотном. 7-метровый обелиск в Парке Победы – дань памяти Гази Загитову. Уроженец Мишкинского района прославился своим героизмом на всю страну. Гордый взгляд вперед, красное знамя в руках. Именно Гази Загитов первым водрузил его на здание Рейхстага. Символ безоговорочной победы советской армии в Великой Отечественной войне. Спустя столько времени восторжествовала справедливость, так бы сказать, да, и открываем памятник вот дяде. Дядя это, по словам отца, я-то его не застал, он до меня еще ушел. По словам отца, очень был хорошим человеком, хорошим. До сих пор в деревне его вспоминают. Занимал после войны, приехал в деревню, занимал высокие должности. Долгое время о подвиге Загитова не знали. Сам он был человеком скромным, лишь говорил родным: «Вы обо мне еще услышите». Принявший участие в церемонии Ради Хабиров отметил, что возвращение имен героев-земляков – его личная история. По Газею Загитову тоже были такие обращения. Мы внимательно изучали архивы. Кстати, архивы говорят о том, что действительно он один из первых, его группа, там было несколько групп, как мы знаем, водрузила знамя над цитаделью. И дайте нам время немножко подумать, как это удобно и как это правильно будет сделать. Но мы, безусловно, сейчас вот открыли памятник и будем принимать еще
меры. Вообще, несмотря на то, что уже прошло несколько десятков лет, вот 80 лет прошло с войны, но мы все больше и больше новых интересных фактов узнаем. И фактов о героизме наших, в том числе земляков. По традиции возложили венок к вечному огню. Еще один символ победы есть, пожалуй, в каждом городе страны. В Уфимском парке Победы он никогда не гаснет у подножия памятника героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Совершившим героический подвиг Александру Матросову и Минигали Губайдуллину было совсем немного лет. Одному 19, другому чуть больше 20. Ценой собственной жизни, бросившись телом на амбразуру, они выполнили боевые задачи. На фронт из Башкортостана ушло более 700 тысяч человек. Сегодня в живых 124 участника Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится меньше, и задача современного поколения – сохранять память о них как можно дольше. Еще один памятник герою генералу Шеймуратову на Советской площади. Место тоже особенное. Сам комдив уходил с этого места на фронт. Отсюда провожали военнослужащих на спецоперацию. Минуты молчания и цветы – дань памяти всем сложившим головы, воюя за Родину. Это и день памяти. В этот день мы вспоминаем тех, кто в первую очередь защищал нашу страну в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны. Вспоминаем словами благодарности тех, кто в дальнейшем на протяжении большого периода в развитии нашей страны защищал нашу страну. Благодарны нашему главе республики Ради Фаритовичу Хабирову, потому что благодаря вот его слову, да, вот он как-то вот пришел, решил, что надо сделать, во-первых, присвоить звание Героя России, добиться, чтобы вот его память вечная была. Потом вот этот памятник, который возложили в его честь, это очень достойно. День Победы для многих уфимцев – главный семейный праздник. Почти в каждом доме жил или живет свой герой той кровопролитной войны. Совсем юные жители города до конца, возможно, и не понимают значения праздника. Однако любовь к родине начинается с таких памятных событий. Патриотизм вырабатываем с детства, чтобы это понимали, знали, что это наш праздник, важный для нашей страны. Среди почетных гостей праздника – участники войны и ее свидетели. Воспоминания о годах минувшего лихолетия свежи в памяти даже спустя десятилетия. День Победы очень трудно нам досталось в колхозе. Я маленьких лет с взрослыми работала. Нам кушать нечего было, петь нечего, одевать нечего. И все равно с старшими вместе работали. Слова благодарности героям Великой Отечественной и нынешним защитникам Родины выразил глава республики. Ради Хабиров отметил, что, как и в годы войны, Башкортостан вносит огромный вклад в общую победу над вновь поднявшим голову фашизмом. В судьбе России, мировой истории, эта великая дата запечатлена на века. В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь, сражаясь за Родину, самоотверженно трудился в тылу, поднимал страну в послевоенное время. Всех, кто не дожил до наших дней. Сейчас, когда кровавые теракты уносят жизни мирных жителей, когда враг обстреливает российские города, нам вновь нужна победа. Окончательная победа над фашизмом. И мы ее завоюем вместе, всем народом, самоотверженным трудом, поддержкой воинов и их семей. Главное, чтобы наши герои вернулись домой, к своим родным, близким, живыми и невредимыми. Парад принимает военный комиссар республики Михаил Блажевич. В церемонии участвуют 22 расчета. Это более 1500 человек. Среди первых – коробка бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», которые приехали домой в краткосрочный отпуск. В зоне СВО они идут по тому же пути, что их деды и прадеды. День Победы для нас это память, главное. Напомнить всем, что мы победили в войне, а не кто другие, которые люди сейчас забывают об этом. В Европе, везде. И победа будет за нами.
А такой праздничную площадь увидели пилоты малой авиации и спасательных вертолетов. Авиапарад уже несколько лет является неотъемлемой частью торжества на Горсовете и данью памяти героям всех времен. Габдрауфу Гарееву 98 лет. Война пришла, когда ему было всего 15. Сначала на фронт ушел отец, потом брат, а после и он сам. Водитель-механик легендарного советского танка Т-34 в 2019 году вновь проехался в бронемашине. Это была его давняя мечта. Как и участие в параде в Москве, которую он исполнил в прошлом году. А уже в это 9 мая Габдрауф Гареев на сцене концертного зала получил из рук главы республики орден генерала Шеймуратова. Ветерану аплодировали стоя. Украина прошли, Польша прошли. Когда Варшаву взяли, мой танк избили. Вот так. Я после этого своих экипажей не видел. Ни командира, ни экипажа остались. В концертном зале Башкортостан те, кто на своем опыте знает, как тяжело дается победа. В своем приветственном слове Ради Хабиров выразил глубокую благодарность за то, что они сделали для страны и мира. Около 160 фронтовиков и 7,5 тысяч тружеников тыла здравствуют сегодня в нашей республике. И сыновняя забота о ветеранах – это наш безусловный священный долг. Особое внимание мы уделяем и тем, кто ребенком пережил тяжелые военные годы. Сейчас у нас в республике проживает 132 тысячи детей войны. И нам нужно постараться также окружить их заботой, уважением и вниманием. В этом году не было шествия «Бессмертный полк», но дань героя можно было отдать и по-другому. Портреты предков украсили футболки, окна зданий и стекла автомобилей. В следующем году страна отметит 80 лет со Дня Победы. Подготовка к юбилейной дате уже началась. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Равиль Архимзянов. Итоги недели. Потомки победителей сейчас вновь борются с неонацизмом на Донбассе. День Победы военнослужащие мотострелкового полка Башкортостана отметили на боевых позициях. Поздравить с праздником своих земляков в зону СВО приехал председатель Госсобрания Республики Константин Толкачев, который вручил государственные награды отличившимся бойцам. Спикер регионального парламента возглавил колонну с гуманитарной помощью, а в городе Красный Луч встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Подробности в нашем следующем материале. Это уже родственники. И вчера я говорю, нет, это уже наши. Пройдите. Я прежде всего хотел поздравить вас с Днем Победы. Девчата. Передать слова приветствия и самые добрые пожелания от главы республики Ради Фаридовича Хабирова, от нашего многонационального народа. И вам огромное спасибо. Помогали в блокаду. Помогаете сейчас всем нам. Сколько отстраиваете, сколько в это. Ой, ребята, вам не знаю как. То наш город не потянул бы этого всего. И врачи, и вы, строители. Гостей из Башкортостана здесь всегда ждут с особым трепетом. В этот раз к ветеранам Великой Отечественной войны приехала делегация регионального парламента. В городе Красный Луч проживает много тех, кто защищал родную землю от фашизма 80 лет назад и провел детство, прячась от бомбежек врага. В честь Дня Победы для них приготовили подарки. Хотел бы передать подарок. Это тяжелый от главы республики Ради Фаридовича Хабирова. Председатель Госсобрания Республики Константин Толкачев также встретился с военнослужащими мотострелкового полка Башкортостан. Повод торжественный. Он вручил отличившимся бойцам высокие награды республики. Я командир реактивной артиллерийской батареи. Успешно отразили атаку со стороны противника. Гуманитарные грузы приходят стабильно. Очень приятно, даже когда его не ожидаешь, все всегда в достатке. Уникальные люди, интересные, в то же время скромные, очень немногословные. Я сегодня от имени главы республики Ради Фаридовича Хабирова вручал боевые награды. И вы видели, наверное, насколько они даже стесняются этих орденов, которые не получают. То есть они не видят в своей работе, что они делают, как что-то такое геройское, что совершают. Хотя это каждодневный подвиг. Председатель республиканского парламента приехал к месту дислокации воинов из Башкортостана с гуманитарным грузом. Все по заказам самих бойцов и самое необходимое. Солдаты говорят, что важна не только материальная, но и духовная поддержка.
А те письма, которые нам приходят, вот школьники пишут, вы бы видели, как взрослые дядьки читают их и плачут. Разве этого мало? Я думаю, что вот так, с такой помощью мы обязательно победим. Но в боевых буднях перерыва на праздник нет. Бойцы выполняют поставленные задачи. В том числе и танкисты полка «Башкортостан». Бой в лесу имеет свои особенности. Бить прямой наводкой здесь не получится. Экипаж отрабатывает по полученным координатам. Огневые позиции выбирают тщательно. Чтобы несколько минут обстреливать цели противника, иногда приходится целый день готовить огневые точки, говорят бойцы. Надо хорошенько обойти вокруг территорию, подобрать позицию. По сути, для 15-минутной работы надо день потратить, найти огневую позицию, места подхода, маршрут подхода, маршрут отхода. Координировать работу помогают операторы БПЛА. Каждое обновление данных тут же обрабатывается и ставятся новые задачи. Командир танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Искандер» на месте уже сам лично управляет боем. Отстреляли, противник начал нас нащупывать. Мы сразу определяем, как только начинает нас искать, значит, мы очень удачно стреляли. Танкисты все герои. Почему? Потому что танк, если появляется на поле боя, это становится мишень номер один. Вот. Здесь мастерство экипажа, хладнокровие и мужество. Путь к месту дислокации, как правило, не совпадает с той дорогой, по которой бронетехника выехала на позиции. Нельзя возвращаться в расположение с хвостом в виде дрона-разведчика. После исполнения одной задачи экипажи готовятся уже к следующей. И танкисты держат технику всегда в боевой готовности. Эмиль Басареев, Айнур Кабиров, Булат Садриев и Иван Шабрин. Итоги недели. Луганская Народная Республика. Инвестиции в будущее. На выездном совещании «Час науки» глава Башкортостана отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, республика продолжит финансирование молодых ученых. Ради Хабиров встретился с ректорами вузов, аспирантами и студентами в кампусе Евразийского НОЦ мирового уровня. Руководители региона показали достижения и новые разработки, которые не только позволяют заменить зарубежные аналоги, но и превосходят их по своим показателям. О чем еще шла речь на совещании и когда в Уфе сдадут межвузовский студенческий кампус, расскажем далее. С октября прошлого года на участке Евразийского карбонового полигона в Давлекановском районе установлена первая и единственная в России эколого-климатическая станция, которая непрерывно фиксирует потоки парниковых газов в степной экосистеме путем турбулентных пульсаций. Точность замеров обеспечивает современное оборудование, космические, беспилотные и наземные системы, оснащенные лидарами и мультиспектральными камерами, высокоточные газоанализаторы. В недалеком будущем мы сможем не только компенсировать выбросы углекислого газа всей республики, но и компенсировать эмиссию других регионов России. Это даст нам огромное экономическое, социальное, может быть, даже политическое преимущество в будущем. До начала выездного совещания «Час науки» коллективы 6 молодежных лабораторий НОЦ и 4 лабораторий, реализующих исследования в рамках республиканского мегагранта, презентовали итоги своей работы. Многие разработки уникальны и востребованы в разных отраслях, от нефтегазовой промышленности до сельского хозяйства и медицины. Это исследование для офтальмологии и онкохирургии. Это чип, который будет встраиваться в зонд, который вот в мегалабе был представлен, и для исследования патологии тканей глаза и других органов. Есть сенсоры, которые для умного производства, допустим, это для исследования концентрации веществ в жидкостях, газах. Выездное совещание «Час науки» прошло в Евразийском НОЦ мирового уровня. Ради Хабиров отметил, что летом здесь начнется строительство основной части межвузовского студенческого кампуса. По соглашению с правительством России сдать объект планируют до конца 2025 года. Это чрезвычайно амбициозная задача, чрезвычайно сложная задача. Это 120 тысяч квадратных метров, поэтому, скажем так, в определенном сложном моменте мы находимся, но мы будем строить все равно. По итогам 2022 года Башкортостан занимал 4-е место в рейтинге научно-технологического развития России. А по такому показателю, как поддержка научной молодежи, то есть аспирантов и молодых кандидатов наук, республика в первой тройке регионов-лидеров. Это вот тоже высокий показатель, и мы сознательно вкладываемся в нашу молодежь. Судя даже по тому, что, подчеркиваю, сегодня показали такие интересные научные исследования, уже определенные результаты, эта работа тоже, на наш взгляд, неплохо строится. И я хотел сказать, что мы
эту работу будем продолжать. Действительно, у молодежи большие амбиции, большой потенциал. Его в качестве поддержки вот такими проектами, как лаборатории, можно поддержать. Действительно, это серьезный стимул. Крайне мало регионов Российской Федерации, в которых такие меры поддержки реализованы. Еще одна большая задача – привлекать молодежь в высшую школу и научную деятельность. Ежегодно на эти цели республика в качестве поддержки выделяет по 200 миллионов рублей. Так, благодаря мегагранту удалось разработать литий-серный аккумулятор, который, в отличие от уже привычного литий-ионного, более дешевый, экологически безопасней, а удельной энергии у него больше в 3 раза. Это означает, что при той же массе ваш телефон может проработать в 3 раза дольше. Ну, конечно, основное направление применения таких аккумуляторов – это электротранспорт, наземный и особенно воздушный, поскольку для воздушного транспорта масса имеет критическое значение. И таких открытий будет больше. На базе НОС уже работают 18 молодежных лабораторий, а благодаря совместной работе с руководителями вузов и научных учреждений Башкортостан участвует во всех крупных научно-технологических проектах России, в том числе в приоритете 2030. Мы с вами сейчас же вместе смотрели, чем занимается молодежная лаборатория. Вот у людей, чтобы не возникало ощущение, что молодежная, это значит какая-то несерьезная. Это уже молодые ученые, которые же делают серьезные вещи, которые находят уже практическую реализацию. Вот мы сегодня как раз и говорили, что наука все-таки должна мы ждем от нее такой эффективной помощи для развития экономики. А это заключается прежде всего во внедрении. Вот это вопрос внедрения будет для нас всех сейчас самым главным. Большая для нас, конечно, задача, чтобы молодежь шла в науку. Финансирование и развитие научной инфраструктуры приведет к 2 важным результатам: достижению научно-технологического суверенитета нашей страны и созданию комфортных условий для работы. А новые лаборатории Евразийского НОЦ и мегагранты позволят молодым ученым полностью реализовать свой научный потенциал, не выезжая при этом за пределы родного Башкортостана. Азат Садреев, Артур Ханов, Руслан Галямов. Итоги недели. Дорогу до Мурсалимкина в Салаватском районе республики приводят в порядок. Уже отремонтировано 3 километра проезжей части. Напомним, ситуация с подъездом к селу пару недель назад была просто критичной. Большегрузы, вывозящие щебень из местного карьера, превратили дорогу в полосу препятствий. Разобраться с недропользователем и исправить ситуацию тогда поручил глава республики. Наша съемочная группа побывала на этой неделе в Салаватском районе. Репортаж Руслана Батаргареева. По ходу трос отскочил. Тут он конкретно сел. Тут, ему ничем не поможешь. Эти кадры были сняты на подъезде к селу Мурсалимкино со стороны Малояза еще в конце апреля. Огромный самосвал, груженный щебнем, погряз по самые мосты. От дороги Малояз, Верхний Киги до Мурсалимкино примерно 22 километра. Сразу после перекрестка даже висит вот знак: проезд запрещен для большегрузов. Давайте дальше проедем и посмотрим, насколько это ограничение соблюдается. Тогда мы убедились, что знак, который называют еще кирпич, для большегрузов никакой помехи не представляет. Не останавливало многотонники, введенные в Башкортостане с 1 по 30 апреля временные ограничения движения для большегрузов. В итоге дорогу до Мурсалимкина разбили настолько, что в ямах тонули даже сами перевозчики щебня. Вообще невозможно, мы вот так боком ездили. Те дни с ужасом вспоминает и водитель школьного автобуса Алексей Смольянов. По этой дороге он развозит детей от средней школы села Мурсалимкино до соседних деревень домой, а также в обратном направлении уже на учебу. До этого ездили, до Русского Текеева и до Кукшика. Кукшики более-менее стали дороги получше. Сейчас вот заметно, хорошо, хоть более-менее стали. Это единственная дорога, соединяющая село с райцентром. Путь длиной 40 километров занимает более часа. Из-за этого замедляется и логистика, и ритм жизни сельчан. Райцентр там находится. В райцентр ездить надо, бывает. Неделю раз, неделю 2 раза. Тут не одна деревня Мурсалимкино. Есть Карагулово, Сюрюкаево, Тельменево, Первомайск. Тут не одна, 5 деревень по этой дороге ездит. Какие-то спецтехники стоят, вроде стараются. Лучше стало, не такие, как скалы, камни. Помягче стало. Наболевший вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки. На дорогу вышли рабочие и спецтехника. За несколько дней в порядок привели 3 километра проезжей части. Больше здесь 20 километров, считай, эту дорогу. До самой Урманщины делать надо. Осенью также подсыпали, делали. Осенью начинали эту дорогу еще вот так равнять. Сейчас уже май месяц.
Тема разрушенной дороги до Мурсалимкина была одной из ключевых на недавнем трансчасе. Ради Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. По предварительным данным, деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам на сумму более 1 миллиарда рублей. Проработайте тогда вот этот вопрос, потому что выходите на них с тем, чтобы они восстанавливали, возмещали ущерб. Тогда договариваемся, Тимур Афисович, Владимир Александрович, договариваемся, что в понедельник, 13-го, начнет работать весовой контроль в круглосуточном режиме. Я думаю, что когда начнет, полагаю, что к тому времени они выйдут на переговоры. По договоренности с Минтрансом Республики компания «Шахтинский карьер», которая ведет добычу щебня в Мурсалимкино, выделила Башкиравтодору 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. В дальнейшем планируется, что недропользователь заключит соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог. Данный вопрос на особом контроле у главы республики. На последнем оперативном совещании было дано указания по восстановлению дорожного покрытия. И также на прошедшем транспортном часе, опять же, эта проблема была озвучена. И повторно были даны указания по восстановлению данной дороги. Из 13 пунктов весового контроля в республике работают только 2. Еще 7 пока действуют в тестовом режиме. Это данные из доклада контрольного управления главы, которые озвучили на оперативном совещании правительства региона. Получается, дорожный фонд региона не пополняется, а большегрузы продолжают безнаказанно разбивать дороги. К 19 мая Ради Хабиров поставил задачу ввести в работу все посты контроля. Руслан Таргареев, Полина Затолокина, Шамиль Каримов и Артур Хуснуддинов. Итоги недели. Уникальные свидетели глобальных изменений. Так о башкирских шиханах говорят ученые. В республику с 2015 года приезжают в экспедиции московские палеонтологи. Они считают, что шиханы могут дать ответы на вопросы, которые мучают специалистов со всего мира. С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук пообщалась и моя коллега Анастасия Чебаева. Белыми линиями показаны контуры современных континентов. Видите, как они сложены все. Вот здесь у нас это Кольский полуостров. А вот это все синее, это восточноевропейская плита. Она залита водой. И мы находимся примерно вот в этой точке. Правда, разница примерно в 290 миллионов лет. Шиханы тогда еще формировались и находились на дне моря. Все это рифы, но не коралловые, как иногда их называют, а куда более древние образования, отмечает палеонтолог Алексей Мазаев. Почти 10 лет назад ученый впервые приехал увидеть шиханы. С тех пор это ежегодная экспедиция. То, что называется стрельтомакские шиханы, это часть самой большой в мире рифовой системы. Это просто самая большая рифовая система, которая когда-либо существовала на планете. Шиханы – свидетели катастрофических землетрясений и хранители деталей крупнейшей перестройки биосферы планеты. Они формировались 10 миллионов лет. После того, как рифы перестали расти, произошло одно из крупнейших вымираний на планете. Благодаря этому кризису уже сформировалась биота, которая уже стала более-менее близка к современной. Но все равно потом был еще один крупнейший кризис на границе мела и палеогена. И вот он уже нас окончательно подвел к тому, что мы имеем сейчас. И в результате вот этой череды кризисов мы как бы обязаны, может быть, даже своим существованием. Понимаете как? Вот. Поэтому нам очень интересно, а какой же был мир до начала всех этих кризисных событий. И то, что мы можем найти, и будет являться ответом на этот вопрос. Поэтому к шиханам приковано внимание геологов со всего мира. Их населяли различные живые организмы еще во времена, когда они были рифами. В разрезе Шахтау Алексей Мазаев с коллегами нашли множество брахиопод, моллюсков, острокод. Такие исследования, они нам и раскрывают все это разнообразие и сложность организации биосферы, вот, динамику ее. И нам очень важно понимать, кто же населял, чтобы знать, как биологические системы реагируют на кризисные ситуации. Вот изучение прошлого – это ключ к будущему. То есть мы до сих пор не понимаем, на самом деле, как на планете меняется климат. В этой экспедиции было найдено как минимум 5 новых организмов, о существовании которых мы не представляли. Собрана уникальная коллекция. Были обнаружены реликтовые формы, которые считались вымершими задолго до формирования этих рифов. Но их нахождение опровергает устоявшееся мнение. Вот это информационное насыщение, которое получили шиханы в результате наших работ, они дают основу для создания музея. И я думаю, что это будет сделано, судя по тому, как в республике все развивается. Посмотрите, какие музеи у вас появились. Шульганташ, тому примеры не только.
развития геопарков. То есть это вот как раз вот воспитание любви к своей земле. Я думаю, что все это будет, и этот музей, он будет иметь не только региональное значение. Все ученые мира, они стремятся сюда попасть, потому что вот эти шиханы – это уникальное явление. Интервью с палеонтологом Алексеем Мазаевым мы писали в юрте «Лектория» туристического этнокомплекса, расположенного у подножия Таратау. Недавно его посетил Ради Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что развитие геопарка не остановится. За последний год гостями визит-центра стали 115 тысяч человек. Шиханы стали одной из главных точек притяжения туристов. У древних рифов, появившихся 300 миллионов лет назад, еще есть будущее. Анастасия Ильчебаева, Вадим Исламов, Марат Хамитов. Итоги недели. На неделе Уфа присоединилась к акции Московского пасхального фестиваля. Это одно из крупнейших музыкальных событий страны. Впервые мероприятие прошло в столице России в 2002 году. Уфа входил в географию музыкального турне в 2011. И вот в год 450-летия башкирской столицы художественный руководитель Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев сделал подарок жителям республики. На железнодорожном вокзале маэстро лично встретил глава Башкортостана. У нас общение с главой региона далеко не первый раз. И возможности встречаться бывают иногда и во время визитов в Петербург или в Москву. Но самое главное, чтобы здесь еще быстрее пошли процессы творческие, воспитания в школах. Я говорю о музыкальной сфере и музыкально-театральной сфере. В нынешнем фестивале Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров 24 города России. На сцене Башкирского театра оперы и балета прозвучала скрипка Антонио Страдивари 1732 года. Еще одним сюрпризом для зрителей стало выступление знаменитого уфимца Ильдара Абдразакова. Воспоминания, естественно, хлынули, как я сюда первый раз пришел, как я здесь работал, делал первые шаги. И сегодня счастлив, что приехал маэстро Гергиев к нам в Уфу, выступил с оркестром Мариинского и Большого театра в Уфе. И здорово, что в этом концерте принял участие хор. Естественно, очень рад, что в этой команде также были мои друзья, мои коллеги. Где-то более подготовлены, где-то менее подготовлены. Здесь люди избалованы. Здесь подготовлены. Нашими великими певцами. И я думаю, что теплее приема, чем сегодня, я не видел уже, наверное, давно. То есть не ощущал волны какой-то такой. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.